Все, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Чё, как вы? Давай, Да, Халаш, нормально. ты рулишь сегодня. Я рулю сегодня. И вообще, Мгм. думал, будешь ты рулить. Давайте Значит я так, буду ведущим. ты будешь Я сегодня... сразу же и батлиться, и одновременно вести. Значит так, мы уже начали, да? Да, мы А. уже начали, мы в эфире. Все, Нас смотрит Сколько нас весь людей мир. смотрит? Весь мир Нас достаточно смотрят человек? дети. Мы должны подавать пример, как будто мы математики. Ну все, тогда вы будете примером для них. Так, что получается? Во-первых, наверное, поздороваться надо. Ассаламу алейкум. И с тем, кто будет батлиться сегодня, в том числе и Берду, и всем остальным, кто нас будет слушать. Алейкум ассалам. Сегодня у нас будут, как я понял, батлиться Ушев и Микаил Азиев. Будут батлиться по верстке. То есть, коротко если объяснять, им придется сегодня, прям сейчас, придется им узнать про тот дизайн, который я нарисовал. Я этот дизайн нарисовал для своего курса, но потом сегодня узнал, что Микаил хочет провести батл, и подумал, а ведь по сути же можно им верстку, им дизайн можно отдать, чтобы они сверстали, а потом эту верстку возьму, просто дальше в курс запилю. Вот как раз все идеально и совпало. И сегодня они впервые увидят, как и все, наверное, остальные, впервые увидят этот дизайн. Невероятно, просто шедевральный дизайн, который я сделал за 1-2 часа. И я его сегодня покажу им, потому что они его видят впервые. То есть проходит у нас батл следующим образом. У нас именно те, кто батлится, не знают про то, какое задание будет, там, какой дизайн будет, что вообще будет происходить. Они просто знают, что вот Микаил будет батлиться с Аушевым, Ауша будет батлиться с Микаилом, Ибрагим и Ауша, и все. И сейчас я, наверное, буду шарить экран. Я думаю, как-нибудь это сейчас попробую сделать. Вот так вот. Сейчас, по идее, должно быть видно мой экран. Видно его? Нет. Сейчас добавим тебя в стрим. Теперь Угу. Теперь видно. Ага, все. Ламас хаяни йох как раз ламас дятко маснер. Значит, по крайней мере, Значит так, что у нас происходит? Я нарисовал дизайн для курса по React. Там связано с React будет. И я буду показывать ребятам, сейчас они впервые его видят, буду показывать то, что им нужно будет сверстать, и объясню, как и что у нас вообще в этом приложении, в этом, скажем так, сайте происходит, и что будет необходимо сделать. Я понимаю при этом, что за 45 минут будет сложно справиться со всем этим, но объясню, что самое главное нужно будет сверстать. Возможно, и Берт скажет, что может, я в какие-то моменты загибаю, и они не успеют справиться. Так что, если тебе есть что поправить, ты тоже говори. В общем, дизайн следующий. Это дизайн, связанный с кроссовками. То есть нужно будет сделать сайт с логотипом, с вот этими вот правой частью, с кнопками типа корзина, профиль. Далее будет слайдер. То есть этот слайдер будет переключаться, при этом его делать не надо. То есть я объясняю, что самое важное нужно сделать. Самое важное нужно сделать вот эту вот часть. То есть необходимо сделать так, чтобы вот эти вот карточки, которые есть, вот эти вот кроссовки, они отображались точно так же, как и в дизайне. И все остальные плюшки, которые вы видите в этом дизайне, это уже как бы дополнительные бонусы к вашей победе. Необходимо сделать вот такие вот карточки. Далее у нас есть возможность смотреть корзину. То есть в корзине у нас будут отображаться те продукты, которые человек добавил себе в корзину, когда нажал на эту кнопочку «плюс». То есть он нажимает типа сюда, далее это добавляется в корзину. В корзине он видит, какие именно продукты он добавил. JavaScript писать не надо. Достаточно будет, если вы сделаете верстку. Опять же, далее будет выводиться список, итоговая сумма, которая вот у нас есть в корзине, и плюс ко всему там налог к этой сумме. Далее при нажатии на эту кнопку
должен происходить переход на следующую страницу. По идее, он не реализован, но там должно быть Я так, думаю, что- они не дойдут до этой страницы. Я не знаю. Я Не, а тоже кто так знает? А кто знает? А кто знает? Маш решил Далее... под шумок целый проект замутить за счет нас. Это тот Далее... проект, который тебя заказали, и ты решил через нас его сделать? Ну, почти. Далее тут есть страница покупок пользователя, и нужно будет по возможности реализовать этого. Бонусы. Вот за что... Ибра за будет что- бэкэнд делать, а Мика будет фронтенд Да-да-да. делать. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо в идеале сверстать вот этот вот весь сайт. Сделать этот зеленый фон. В том числе. Вам необходимо это успеть за 45 минут, да, Берт? Или чуть больше даем? Ну, давайте посмотрим, там в конце уже решим, может, дадим еще несколько минут, если там будет все плохо. Халад, а вот Например, вот этот белый, это получается у тебя контейнер, а фон просто зеленый. Правильно? Боди у нас будет зеленым. Ага, все, понял. Далее идет враппер, контейнер, и вот уже вот эта вся магия происходит. А у тебя там сетка есть? Сетка. Я не настолько крутой дизайнер, извините, Я понял. пожалуйста. До сетки А если есть- дойдут, Нет, без сетки спрашивают мы не Тёму. будем делать. Я, конечно, дико извиняюсь, без сетки это делать. Ладно, я погнал, пацаны. Я думал, сетка будет турнирная. Ну, давайте я сейчас быстро вам сетку сделаю. Давайте я вам сейчас Беседка? скину беседку. Я сейчас скину вам ссылочки в наш чатик. Великие чатики. Пока оцените то, что есть на экране. Есть ли какие-то такие моменты, которые вам кажутся сложными или что? А за что отвечает аватарка пользователя? У нас есть еще и профиль. Это Ладно, это я просто недореализованная вопросы задаю. Это недореализованная часть. Там, по идее, должно было быть так, что... Хотя она реализована. То есть, когда ты на нее нажимаешь, должна отображаться вот эта вот страница. Понял. Вот эта вот В смысле, страница. на Как мы слайдер будем- нажимаешь и вот эту страницу? Когда нажимаешь на пользователя, отображается его список покупок. Ага. Критерии оценки, Халаш, по каким критериям будем оценивать? Я скажу свои критерии оценки. Давай ты скажешь свои, я скажу свои. Потому Ну, я что как дизайнер только могу сказать, что соответствие дизайну это главный критерий с моей стороны. Pixel Perfect, не Pixel Perfect. Ну да, все отступы, шрифты, чтобы все соответствовало. Но мне нравится, когда... Я очень люблю, когда мой дизайн... Хотя это не мой дизайн, но вообще люблю, когда его делают в точности, в соответствии с тем, что я сделал. Это да. очень... Ну, это уровень верстальщика, когда он делает точно все. Согласен. Тогда я вам скинул, ребята, ссылку на фигму и критерии оценки. Сразу же говорю, критерии оценки мои. Плюс балл, если вы сможете сделать слайдер. Опять же, не обязательно. Если сможете сделать, отлично. Ты имеешь в виду Далее, функция, чтобы он еще и работал, переключался? на ваше усмотрение. Опять же, типа, Понял. не сможете, ничего страшного. Сможете, супер. То есть не принуждая. Сделать возможность... Смотрите, тут какие еще состояния у... Может кто-то микрофон отключить, а то шумы какие-то у нас. У нас есть еще такое состояние при наведении на карточку. У нее тень появляется, если вы обратите внимание. Необходимо сделать при наведении тень, возможность... Ну, тут еще как бы добавление закладки. И, в принципе, все. То есть, и вот, наверное, это тоже будет круто, если сделать. Если нет, ничего страшного. В идеале вот это вот все сделать. Если сможете. Не сможете, сделать вот это достаточно будет. В принципе, все. Наверное, мне больше добавить нечего. Тогда что, Берт? Let's go. Таймер единственное нам нужно будет включить. Нам экраны же надо расширить, нет? Блин, я Да. говорю и забыл, что я выключил микрофон. Я говорю, делайте по БЭМу все, по БЭМу. То есть по красоте. А таймер, Берт, Егок таймер. Таймер, а как его... Ну, это не будет... Ну, люди, зрители это не будут видеть, но я могу у себя включить. Так, давайте включаем.
скажете, когда мы Я начинаем. свой экран отключаю, ребята включают свои мониторы для скриншеринга. Так, 45 минут. Все, Я расшарил свой экран. Ну-ка, Берт. Так, Ну, Алмар спрашивает, если дойдут, тогда, ну, тот, кто намного лучше сделает, он получит самое почетное звание интернета. если дойдут, Хаважу придется в прямом эфире доделывать дизайн. Нам надо микрофоны отключить и звук Да, да, чтобы вы нас не слышали. Да, да. Все, тогда давайте. Все, давай тубаху. Увидимся через 5 минут. Так, где он отключается? Где карточка внизу? Подождите, я еще не сказал вступительное слово. Дело в том, что я перед началом смотрел этот ход королевой, и, как вы знаете, там есть шах и мат. Вот, пока что это шах, но если я проиграю, будет и мат. Все, давайте. Красиво. Ничего не понял, но очень интересно. А верстку, да, они будут делать на Java. Да, давайте я буду выводить комментарии некоторые. Верстка будет слепую. Это что написано, когда можно смотреть макет и код, но не результат работы? Ну, это было бы круто, на самом деле, если бы такое не делали бы. Хотелось бы посмотреть. Я вообще, на самом деле, когда делаю верстку каких-то элементов, каких-то блоков, сначала пытаюсь предугадать, как бы это выглядело кодом, если бы написал. А потом, когда я уже написал там примерно там, строчек 100 кода примерно, потом я сравниваю то, что у меня получилось, и то, что в дизайне. Никогда не совпадает. Что тут у них происходит? Так, кто это у нас на экране? На экране у нас Микаил. Он зашел на фигму и смотрит. Посмотрим, что Ибра уже начал что-то набрасывать. Что он набрасывает? Он набрасывает уже... Он с препроцессором работает или... да, с SAS работает. Ага, вот как. Ну, это круто. Сразу же перешел. Я тут щеголяю своими знаниями. Не, ну давай мы начнем с того, что ты не просто дизайнер. Я, конечно, все понимаю. Небольшие навыки верстки. Человек, который ранее создавал сайт 06region.ru, сайт благодаря... Я его делал на Joomla, понимаешь, на Joomla. Ну и что? Типа, опять же, у тебя знания в верстке есть, в какой-то степени PHP, и плюс ко всему еще дизайн. Так что... Что у них кроссовка шоп? Ну, пока, в принципе, мне вот интересно ход того, как они будут реализовывать именно вот именно часть с карточками. Я хочу посмотреть, как они сделают это. Пока все очевидно. А что там может? С какими сложностями они могут столкнуться в этой части? Там, короче, я этого не сказал, там, короче, в дизайне в некоторые вот эти кнопки, которые вот снизу, они немножко криво выровнены. Где-то выровнены ровно, где-то криво. Мне интересно посмотреть, столкнутся ли они с этой проблемой или нет. Ты это специально сделал или... Нет. Я, короче, где-то раза 3 его переделал вот эти вот карточки, и где-то у меня вот одни карточки остались из старого дизайна, где-то из нового. Вопрос, в августе сходка в горах будет или нет? Как ты думаешь, Хаваш, когда мы устроим сходку? Я не знаю. Интернета? Ты вот как, короче, смотри, скажи, ты как думаешь, вот если на этот вопрос отвечать, стоит ли, помнишь, тогда нам предлагали, скажем так, люди, не будем говорить, кто, организовать в Армхе эту встречу? Отдельно нам да, директор Армхи Магомед Евоев, он писал в комментариях, что, в принципе, он может предоставить нам площадку. Да.
Да. Ничего себе. Я про Ахмеда прогулькал, но ничего, это А, круто. ты, Это ты, круто. ты про это говоришь? Да-да-да. Про форум говоришь? Да-да-да. Я подумал про обычную встречу, которую мы хотели А устроить вот директор по RMK, ты развиртуализации. говоришь, он, говорит, бесплатно предоставит? Я не знаю, если честно, но надо поговорить. Нет, я тогда с ним общался, он сказал, что готов нам сделать приличную, хорошую скидку. Мгм. Мгм. Ну, это тема не для эфира обсуждения, мы потом отдельно можем какой-то эфир устроить или просто в чате пообщаться на эту тему. Вопросы тут. Кто первый сходит на Stack Overflow? Ну, я тут сомневаюсь, что кто-то даже будет об этом сейчас думать. Так, мы сейчас смотрим. Кого? Микаил. Микаил что делает? Покажи, Ибрагим, что делает. Он Так, сразу же, вижу, сейчас. тут уже переменные SSS описывает. Погоди, они Мне один и интересно, тот же что там бойлерплейт будет. используют? То есть они один и тот же шаблон используют проекта для того, чтобы верстку делать, как я понял? Ну, это, наверное, это заложено шаблон в этом редакторе. Он, наверное, автоматами его сделает. Нет? Впервые вижу. Ну, опять же, прикольно, что они додумались как бы себе заранее типа подготовить все. Это очень круто. Это очень круто. Ну да. Интересно, как они будут именовать класс. Пока вроде бы все ок. Пока еще ничего не видно насчет классов. Ага. Откуда-то копирует и вставляет. Смотри на эту штуку, image. Я про нее вообще не знал, что там даже есть. Он SVG копирует и вставляет. Код. Да-да-да. Что это такое? Это Ну, логотип, да? удобно. Да, это логотип. Такое ощущение, как будто впервые свой А дизайн. зачем он логотип в SVG вставляет? Это SVG у тебя в дизайне или ты вставлял в каком формате? Это был PNG. Он экспортирует PNG в виде SVG и вставляет его в код. Да. То есть у него Ну, в итоге, может, он не видишь, в курсе. Base64. Да. Он не в курсе, что это PNG. Ну да. Но, в принципе, обычно я так, знаешь, вот, например, когда я верстал твой дизайн или вообще, последний из того, что я верстал, или вообще что-то другое верстку делаю, я обычно следую принципу тому, что когда экспортирую какие-то картинки, там, иконки или прочее что-то, я их обычно сразу же вытаскиваю код, если в SVG, и вставляю в HTML. Потому что так... Хотя, с другой же стороны, тут спорный момент, потому что есть два подхода оптимизации. Первый подход, как вот он использует, это позволяет при загрузке страницы не подгружать с удаленного там какого-нибудь сервака или откуда-то там дополнительные там ресурсы, типа картинок и прочее, и чуть-чуть ускоряет, чуть-чуть. Опять же, есть проблема. Сам HTML-код, который вот у этой страницы, он значительно увеличивается. И сама страница, а не ресурсы этой страницы, то есть сама страница HTML, она может подгружаться позже. И тут нужно, опять же, оценивать, типа... Опять же, если, например, делать картинки, вот эти вот, которые есть логотипы, иконки и прочее, если делать их в виде ссылок, то это, наоборот, в плюс даже в плане кэширования, потому что когда человек будет первый раз заходить на твой сайт, он получит, подгрузит картинки, на вторую, на третью подгрузку у него они уже будут браться из кэша. И, наверное, второй вариант все же лучше. То есть, типа, сохранять их в виде картинок, в виде файлов и по ссылкам передавать. Опять же, нужно смотреть, типа, когда, как лучше. Есть ли, интересно мне сейчас, раньше они появлялись только какие-то генераторы, или как они называются, которые могут конвертировать твой дизайн сразу в HTML. Есть ли сегодня что-нибудь более-менее адекватное? Блин, вообще без понятия. Не знаю. Я вот, например, если не про дизайн говорить, пользовался одной программой, и это типа сервис тоже. Он, видишь, программа есть на компьютер. Ты там сам составляешь блоки, конструируешь его, как тебе нужно.
там кнопки, анимации и прочее. И он тебе выдает готовый SCSS-код, HTML-код и чуть-чуть реактовский. Ну, там это оплатно была реактовская тема, а так он тебе выдает HTML и CSS-код, и ты просто берешь... То есть ты на конструкторе запилил свой сайт, а потом берешь код и вот уже там в хостинг заливаешь. Вот это прикольная вещь. А так, чтобы дизайн переконвертировать в код, блин, не верю в это вообще, что будет так, знаешь, что типа прям четко. Вот мы сейчас наблюдаем Микаила. Он как раз таки, кажется, пытается по БЭМу верстать то, что это единственное слово, которое я знаю в верстке. Пока я БЭМа тут не вижу. Он что Он вообще начал, делает? потом почему-то удалил. Я про Ага. именование классов. Ага. Headline. Слушайте, вы тут обсуждали, что можно картинку в PNG, но как ее в PNG? Я только в SVG знаю. Я вот нажимаю copy as SVG PNG. есть. Там SVG есть, справа Да. можно PNG выбрать. Не, вот тот он предлагает мне PNG, но вот я нажимаю PNG, он ее не скачивает. А мы сейчас не видим твой экран, это надо, чтобы... Сейчас, Бер. все, давай. Нет, смотри, Ибрагим. Нет, Нажми. не, верхняя вкладка, справа. Вон, Справа, экспорт, видишь, справа, где где у моя тебя код? аватар. Экспорт, Сюда? вот здесь. Мгм. 2х. Все, понял. 1х, оно будет выглядеть некрасиво. Понял. 2x нужно. Ну да. 2x, экспорт. Спасибо, отключаюсь. Тут Элморс говорит, касательно ускорения, не всегда картинки со своего хостинга это год. Да, Элморс, я опять же говорю, что надо опять же смотреть, типа, когда это лучше, ну, когда лучше сохранять. То есть, например, приведу такой пример. Я сравнивал SVG-картинки. Скорость именно того, чтобы... Ну, размеры SVG картины, когда их превращаешь в HTML, то есть вот такой вот, как пытался сделать Ибрагим, и когда ты их превращаешь в отдельный файл и подгружаешь. И бывают случаи, когда намного выгоднее в плане скорости прогрузки сайта, в плане SVG, вставлять сразу код, HTML, вот этот вот SVG-шный код, нежели брать, сохранять это в файл и типа вот это вот, ну, когда PNG-шный ты делаешь вариант. Опять же, блин, сейчас настало такое время, тогда это еще очень сильно играло роль, прям сильно играло роль, если ты, например, не сохранял их файлы, или наоборот сохранял файлы, то есть вот это вот прям очень сильно беспокоиться нужно было. Сейчас настало такое время, что практически у каждого есть или 3G, 4G, или есть 100-мегабитный интернет, хотя у меня 80-мегабитный, и у него сайт прогружается там за доли секунд. Типа не сильно сейчас отражается. Вот. Пока вот такой момент есть. Важно, Что... вот когда вы работаете с иконками, когда вы верстаете, как вы поступаете? Вы создаете шрифт из этих иконок или делаете спрайт SVG, либо просто по одному просто подключаете их как файл отдельно? Тут, наверное, знаешь, как если ты на React делаешь, то лучше не делать спрайт. То есть, если ты делаешь на React, то лучше всего каждую картинку подгружать по отдельности. Это позволяет тебе... Особенность React? Не то, что особенность, это плюс вообще React, плюс, ну, типа вот именно реактовского проекта. А если шрифт использовать? Ну, шрифт — это такой, знаешь, не самый хороший вариант, потому что как-то он мне кажется шатким. Типа, знаешь, что где-то он может в каких-то устройствах криво работать. Что-то... Да и в последнее время, когда вот я слежу за фронтендом, я не замечал, чтобы кто-то вот шрифты юзал, если не фонд Awesome, который... Был какой-то сервис, который создавал из иконок Shift Moon какой-то, не помню уже название. Там это было удобно, ты прямо с компьютера загружаешь на сайт все свои иконки, он тебе выгружает готовый А шрифт. шрифт как ты это превращаешь? Ну, я имею в виду... то есть ты
Ты загружаешь свои SVG-иконки на сайт. А классами он- задаешь? Нет, он автоматом, ну, да, там у каждой иконки свое название, и в классе ты их задаешь. Ну, как фонд Ависом работает, так же Ага. их ты подключаешь. Только ты можешь свой собственный шрифт сделать из своих иконок. Мгм. Тут просто проблема, знаешь, в чем такого подхода? В том, что если у тебя появилась новая иконка, тебе опять же нужно все пересобирать. Мгм. Типа вот это не очень круто. Да, согласен, Элмар, все зависит от сложности SVG. Раньше, помню, была статья на Хабре, что нужно выбирать кодировку Win, а не UTF, потому что Win легче и скорость будет выше. Тут А. Берт алды собрались. Icons Moon, правильно, он мне написал, я вспомнил. На самом деле это лучше, чем фонд Ависом. А чем Вот лучше? Но он имеет в виду свои шрифты, наверное, лучше, чем фонд, чем готовый пакет. Ага. Ну, не знаю, как-то спорно, опять же, потому что фонд Awesome тебе предоставляет готовый набор картинок, иконок. А тут Icon Moon, как я понял, ты сам должен, да? Все иконки подгружать. Ну, если ты делаешь хороший дизайн, то лучше, конечно, не использовать эти готовые наборы иконок, потому что у них качество, во-первых, не очень хорошее. Слушайте, а И- со шрифтами как быть, извиняюсь? Зайди на fontsgoogle.com и Ага. выбери там Inter. Интер? Inter, да. Сейчас я свой на Не Inter, а I. Ингуш. Все понятно. Все, спасибо. Мгм. А вот мне интересно, Берт, ты когда вот эти вот индусы, твой же дизайн сначала индусы делали, опиши чувство того, когда вот они делали дизайн, и тебе приходилось это все самому им объяснять. Ну, это просто, конечно, жесть. Это я не видел настолько бездарных верстальщиков и разработчиков. Опять же, тебе какая Нет. разница? Смотри, что... Ну, ты, по сути же, дизайнер. То есть то, что вот верстку Ну, они знаешь, сделали. какая разница? После того, как твой дизайн, твоему дизайну придадут жизнь, и он выйдет в работу, Мгм. это же попадает в твой кейс, и когда ты устраиваешься на работу, тебе хочется показывать не только макеты дизайна, а уже готовый проект на основе твоего дизайна. Когда ты скидываешь кривой косой сайт, ну, то есть человек не может оценить его как дизайн, потому что Ну, он опять же, думает, ты что не виноват же. у тебя и дизайн такой. Ты же не виноват, что быдло-код кто-то там написал, криво тяп-ляп, это некрасиво. Ну, да, я не виноват, но хорошо, когда... Это для дизайнера это престижно, когда его дизайн хорошо реализован, и твой дизайн, он не только дизайном остался, а стал работающим проектом, успешным там стартапом и так далее. Мгм. Мы сейчас пока видим тут, что он до сих Так, пор на давайте шрифтах. посмотрим Микаила. Мы не видели давно Микаила, что он здесь делает. Так, ну, Микаил по БЭМу делает. Я прав? Но они оба делают по БЭМу. Что один, Ага. что второй. Потому что я сейчас смотрю, и Ибрагим тоже там по БЭМу все пилит. Хотя, честно По говоря, БЭМу в последнее время я уже БЭМ не использую вообще. из-за лени или из-за чего? Не, ну я в основном работаю на React, и, короче, есть два типа верстки, ну, написания классов. Есть класс написания классов, когда ты решаешь, как он будет называться, и ты его сам описываешь, исходя из методологии, там, BEM, например, или какой-нибудь другой. А есть второй вариант. Это когда ты доверяешь... то есть, опять же, ты пишешь название класса, но уникальность класса
ты доверяешь уже сборщику твоего проекта. То есть ты берешь просто переменную своего класса, передаешь в div, например, а когда твой проект уже соберется где-нибудь в продакшене, то у него будет не класс hello world, например, а hello world, нижнее подчеркивание и рандомный хэш такой. То есть и ты можешь 10 тысяч таких hello world сделать, дублировать в своем проекте, и ни один из них у тебя не будет конфликтовать с другим, потому что у каждого из них будет в конце рандомный такой хэш. И в этом есть плюс. Это называется CSS Modules подход. Вот сейчас в последнее время фронтендеры борются вот, типа, одни говорят, что BEM отстой, другие говорят нет, CSS Modules отстой. И, типа, сейчас не могут определиться, что круче. Хотя и то свою проблему идеально решает с версткой. Когда я из фронт-энда, грубо говоря, переходил в дизайн, тогда не было, кажется, такого понятия, как ты сейчас сказал. Там тогда был BEM, и это Да. единственное, что я помнил. BEM. В последнее время сейчас уже во фронтенде... Фронтенд — единственная вещь в программировании из того, что я знаю, это фронтенд, который вот сегодня он актуален, завтра все. То есть ты уже устарел. То есть тебе нужно опять смотреть, что происходит. Элементарно, если ты 2-3 месяца не будешь следить за новостями фронтенда, знай, что ты просто вот где-нибудь, знаешь, в те времена, когда огонь разводили типа палкой, типа вот этими, без отсутствия инструментов, ты просто сидишь и такой, типа, что происходит? Я же не видел этих технологий, а тут бах, там какой-нибудь Svelte появляется, что-нибудь еще, и ты такой, типа, как? Кстати, Хаваж, как там ситуация с флексами? Все ли браузеры их сейчас поддерживают? Ты во всех проектах его используешь или есть проекты, где тебе обязательно нужно поддерживать какие-то старые браузеры? Вроде бы сейчас самое забавное, знаешь, что настолько мы не знаем уже, что говорить на этой трансляции, когда по дизайну еще, знаешь, как-то по дизайну еще как-то более-менее еще, знаешь, там можно сказать, типа, о, дизайн, там, туда-сюда. А по верстке, по программированию, ты такой, типа, блин, что бы там обсудить, какую-нибудь верстку, там, флексы, гриды. Вот Дарон Мора пишет, до сих пор большая часть верстальщиков до сих пор не используют грид. Что такое грид? Грид — это типа Flexbox, только намного круче, в какой-то степени круче, но его еще не все браузеры поддерживают. Точнее, его поддерживают новые браузеры, но там, условно, Internet Explorer, он его не поддерживает полностью. И из-за этого не все решаются гридить. А кто-то еще пользуется Explorer? Или ты имеешь в виду как его, новый браузер Microsoft, я уже забыл название, давно не пользовался. Edge. Он, Edge. кстати, на Chrome работает, то есть к нему претензий уже нету, к счастью. А вот я тебе скажу... Ну, Explorer нет уже в Windows сейчас, они удалили? Нет? Да, Или смотри, нам это кажется, людям, которые на Винде 10 сидят, типа, как Explorer уже сдох, типа, и никто им... А знаешь, нет, потому что какие-нибудь там бухгалтерши, какие-нибудь там, я не знаю, там, секретарши, которые сидят где-нибудь у своих дядь или где-нибудь там в каких-нибудь центрах на старом компьютере с Windows XP, они довольно активные пользователи Explorer, я тебе скажу. Так что, опять же, это клиенты. Гриды есть в фигме, дизайнер, колхозник, походу. Но я знаю, что они там есть, но я имею в виду, что такое гриды в верстке. В дизайне-то понятно, что такое гриды. Я свои гриды даже не сделал в дизайне. Что у них происходит, кстати? Я вообще не вижу экран. Дай-ка, подожди. Вот. Сейчас экран Микаила. Давай я переключу на Хаваже. Он не был.
Что у Ибры? О, ничего себе, уже идет жара. Сколько уже времени прошло? Представь, уже половина времени уже прошло, 20 минут Серьезно? осталось. Да, и Серьезно, ни я хрена себе. думаю, мне кажется, они даже главную страницу не успеют. Офигеть. Просто. Чего они так медленно делают эту верстку? Куча банковского софта с ключами шифрования требует Internet Explorer. Ничего себе. Вот это, кстати, я впервые вообще слышу. Наличие... Но они только этим банковским софтом и пользуются, им нечего заходить на А, всякие сайты. я понял, о чем он говорит. Да-да-да. Это, наверное, имеется в виду старый софт, который на движке интернета. То есть, когда разрабатывался этот софт, вероятнее всего, он разрабатывался на тот период на движке IE, Internet Explorer. И с тех пор, видимо, им кто-то пользуется, вот, и этот софт и требует его наличия. Кстати, да. Хотя, опять же, смотри, это никак не связано с с лендингами или с прочим. Это чисто решение их определенных проблем. Мгм. Ну, у них компьютер заточен чисто под их софт, они, Да, наверное, им нет необходимости лазить по сайтам. да. Так, Единственное, какую бы проблему, если бы решили бы все те, кто разрабатывают браузеры или мобильные устройства, если бы они к одному решению пришли. Потому что на самом уже, если деле, честно, уже поднадоела вот эта совместимость со да, всеми, чтобы прийти к одному стандарту и не делать мозги верстальщикам. просто все мелятся, типа, нет, у меня круче софт, у меня круче ОС. А по факту страдают программисты из-за того, что они должны, типа, под их хотелки там писать Мгм. отдельный код. А это на самом деле такой геморрой. Это просто вынос мозга. Но сейчас, мне кажется, еще чуть лучше стала Да, ситуация с этим. Раньше вообще был ужас. Верстальщику приходилось чуть ли не под каждый браузер делать совместимость, особенно под Explorer, там вставлять какие-то особые теги для Explorer. ну вот мне, например, на позапрошлой работе питерской компании, где я работал, у нас там, это был 2018 год, и когда мы делали верстку с расчетом на то, что она будет работать на Internet Explorer. И когда мы ее делали, компоненты, верстку и прочее, мы должны были запускать, называется такой сервис, называется Browser Stack. И там ты можешь выбрать, типа через браузер ты можешь зайти на операционную систему XP, Windows XP, там Windows 10, Windows 8 с Internet Explorer, там с Chrome, с Firefox, вообще с разных устройств и проверить, как твой сайт работает. Типа, как он работает на iPhone, как работает на Android, там, на Microsoft, вот это, ну, Windows Phone, типа, тебе этот сервис позволяет все тестить. И вот там приходилось вдвойне страдать. То есть ты не просто пишешь код и верстку, ты еще должен это проверить на этом сервисе, что у клиентов твоих, которые будут пользоваться этим сайтом, на этих устройствах будет все работать нормально. Вы, наверное, табличную верстку делали, М. чтобы наверняка везде работало все. Не, это была бы вообще боль. Это была бы прям боль. Что у них тут происходит? Это чей экран? Это сейчас я переключился на Михаила. Это экран Мгм. Михаила. Мне кажется, они одинаково идут по скорости примерно. Ну, в принципе, да. Мне кажется, тут не хватит 45 минут. О, мне кажется, даже 2 часов здесь не хватит хороших. Ну, блин, опять же, э, я понимаю, что они хотят сделать идеально и быстро, но нужно оценивать и то, и другое в плане самого батла. Потому что, когда ты хочешь сделать идеально, обычно ты тратишь время на вот эти вот мелкие вещи, чем они, по-моему, сейчас и занимаются. Да, наверное, стоит, особо не заморачиваться, чтобы какой-то хоть результат был. Быстро накидать каркас.
так далее. Но знаешь, что они же вначале потратили времени на настройку, на сборку, там, подключение стилей, шрифтов и так далее. Сейчас, мне Ну да. кажется, чуть быстрее должно пойти, по идее. Ну, в принципе, я думаю, тут нужно чуть больше времени. Что там пишет Ламарс? Во время проведения аудита приходилось проверять сайты клиентов в более чем 50 браузерах разных. Да. Вот это боль. А вот Элмарс... Давай Элмарса к нам подключим. Давай, интересно будет. Давай, Элмарс, Давайте. подключишься к нам? Давай, Было бы такой интересно тоже нежданчик обсудить. будет для Элморза. Да. Было бы о чем поговорить касательно этой всей темы. И хотелось бы понять, почему аудиторы вообще занимаются вот такой работой, что тестируют на 50 браузерах. Сейчас я ему скину ссылочку. Да, я скинул уже. Скинул. Угу. Покажи экран этого Ибрагима. Я уже Так, я думал... сначала подумал, что он это уже сверстал. Да, я уже думал, ничего себе, типа. Единственное, знаешь, чего я боюсь? Я вот сейчас этот дизайн нарисовал для курса, и... Валейкум ассалам. И ты же знаешь, что многие дизайнеры, когда делают дизайн, они не думают о том, что на них можно подать в суд за определенные вещи. Там, например, если ты нашел... За плохой код. Дизайнер за плохой код. Например, если ты нашел какой-то красивый шрифт, ты, точнее, его не то что нашел, ты нашел, как его скачать, когда он был платным и авторским, то на тебя можно подать в суд. На тебя и в том числе на компанию, которая пользуется этим шрифтом. Есть очень Да, много кстати, случаев, когда вот так делают. в последнее время все жестче и жестче в этом плане становится. И нужно уже стараться следить за этим. Просто сейчас очень легко отслеживать вот эти сайты, где используют те или иные шрифты или картинки. И проще выявлять такие сайты. Такие Вот, дизайны. типа, мне кажется, что дизайнерам сейчас на самом деле нужно более ответственнее относиться не только к результату выполнения своего, ну, там, дизайна или прочего, когда ты его даешь заказчику, но думать еще о том, что, а вдруг я делаю что-то незаконное. То есть, может, это и кажется, типа, знаешь, типа, смешно, что там незаконного можно делать в фигме в дизайне. По факту тебя могут судить за то, что ты используешь платный шрифт в коммерческих целях. Второе, тебя могут судить за то, что ты используешь в коммерческих целях фотографии, которые не были, опубликованы не были в тех целях, чтобы ими, типа, пользоваться, типа, где угодно. То есть их обычно публикуют для того, чтобы сказать, вот они есть, но не так, чтобы потом ими можно было бы пользоваться там в каких-то других местах. И даже элементарно за какие-нибудь фотографии могут судить. Как бы это странно ни казалось. И вот сейчас, когда я этот дизайн делал, я вот к чему это, почему все веду. Когда этот дизайн делал, я подумал, типа, блин, картинки красивые, вот эти вот, то, что вот эти вот кроссовки и прочее, но не засудят ли меня за то, что я в своем курсе, типа, их использую? Ну, лучше использовать, конечно, свободного распространения картинки, как с какого-нибудь Unsplash или Icons 8. Есть же качественные картинки. Лучше их оттуда брать. Элморс к нам подключился. Ассаламу алейкум, да, я тут пока разбирался. Да. Касательно картинок, да, это сейчас прям очень актуально, потому что у нас в студии прям железное правило, все изображения покупаются, либо берутся с фотостоков бесплатных, репит с указанием, допустим, да, ссылки какой-нибудь, либо выкупаются. А лет, да, 5-10 назад никто на это вообще внимание не обращал, а сейчас это прям действительно... Есть даже отдельное направление такого бизнеса у фотографов, они просто делают кучу фотографий, заливают на стоки, распространяют их и потом просто отслеживают их распространение. То есть если кто-то постит, то пишут, что типа надо купить. Ну и последняя история, допустим, также была с Варламовым.
когда новостной сайт какой-то взял фотографию, разместил, и потом там судебное разбирательство было. Но, например, тот же Артемий Лебедев, для него, типа, это как хобби судить компании, которые пользуются его шрифтами, его там какими-то другими, типа, картинками. Ну, по-моему. это, да, у него как бы дополняет его одиозный образ, поэтому... Уже не в первый раз я слышу, что вот он, то есть у них там даже, по-моему, список есть, с какими компаниями они уже, типа, судились чисто вот из-за этих шрифтов. Что тут происходит? Я вообще не вижу мелкий Сейчас шрифт. экран Микаэла. Ага. Right area. Это он делает что? Это он делает... Кода это он много, делает а научно. результата мало. Да. Ну, блин, извините, это верстка. Тут как не хочешь, типа, быстрее и лучше сразу же не сделать. Хотя получается довольно неплохо, я скажу. Круто, молодцы. Элмарс, ты говорил про 50 браузеров. Ты как аудитор Да, работаешь? это сервис был один. Ну, то есть сначала проверяли вручную Opera, там Chrome, Firefox, Internet Explorer, там 6-й Internet Explorer. Потом сервис один появился, западный. Загоняли туда, и он там проверял на кучу разных браузеров, названий которых я даже не знал. Там FreeBSD даже были какие-то платформы. Красиво. То есть много где он проверял, смотрел и просто делал скриншоты. И потом как бы, было удобно брать эти скриншоты просто, да, показывать, смотреть, типа, где как выглядит, нормально отображается, да. Ну, раньше Прикольно. было очень критично, то есть в E3C вот это вот соблюдение правил было очень критично. Потом поисковики от этого чуть-чуть отошли, сказали, что это не стоит так сильно на это обращать внимание, чтобы прям полностью уводить его. И после этого там полегче стало в этом плане. Ну да, на самом деле в последнее время тоже заметил, что типа раньше, когда я делал блог свой, мне прям приходилось использовать и OG-разметку прям очень строго. И вот я забыл, как эта разметка называется, когда ты каждый HTML тег, который у тебя на сайте что-то... Ну, то есть есть статья, там заголовок, текст, картинки и прочее. И есть специальные именования, которые типа для SEO-оптимизации типа улучшает типа индексацию, типа говорит о том, что прям вот поисковики прям очень-очень будут хорошо кушать вот те теги, которые ты как-то выделишь. Забыла, как это называется, разметка. Было раньше такое, допустим, если это картинки, то это alt и title, да, параметры. Потом, если ты хочешь выделить в тексте что-то жирным, то бывало так, что там многие использовали strong, а говорили, менять надо на B, да, не strong использовать, а B. То есть свои определенные заморочки были, то есть в поисковых системах там была определенная градация по важности, да, заголовков, различных элементов, и поэтому... Сейчас это не так? Ну, сейчас, если ты все так сделаешь, как, допустим, лет 5-10 назад, тебе просто санкции наложат, что ты как за переспам, и все. Ничего себе. То есть они... Это как получается? То есть сами же правила придумывали и сами говорят... Нет, ранее это... Ну, это же, в принципе, было логично, да, какой-то у тебя документ, если ты используешь систему заголовков и прочего, но когда ты пытаешься злоупотреблять этим, то тут уже получается каша, и это тяжело бывает. Так, у нас 6 минут осталось. Давайте посмотрим, что у нас тут в процессе, что у них происходит. Сейчас у нас экран Аушева Ибрагима. Он работает. А что на арабском написано? Я не понял. Это как переводится? Ва алейкум ассалам. Это он написал ва алейкум ассалам? Кто? Хотя, да, я вижу последнее «м». Да. Сколько... вот, ответили. 5 минут. 5,5 минут. Ну, наверное, придется добавить еще хаваш. Минут 10. Да, и тут прям точно придется добавить. Потому что, да. Тут, честно говоря, хотелось бы увидеть, как они карточки сделают. Прям... Вот Ибра уже дошел до карточек, посмотрим. Только он пропускает слайдер. Он решил пропустить его, наверное. Да, хотя бы так.
Хотя бы так. Он знает, что ты хочешь увидеть карточки. Так, а что у Михаила? Да, покажу. Михаил, как дела? Как дела? Ну, БЭМ по БЭМ. ПРБМ пошел у него тут полностью. Сейчас я Ну, вот на код самом деле... красивый, чисто. Ну, я сейчас сижу и такой думаю, типа, что-то не знаю. То есть раньше я прям БЭМ любил. И так вот прям думал, типа, блин, БЭМ это круто, кайф. Сейчас я смотрю на этот БЭМ-код и такой, типа, немного даже отвращение вызывает. Ну, ты как любитель андроида и любитель айфона. У каждого есть свои за и против. Ну, как бы тебе сказать, вот в случае с БЭМом слишком много контекста создается для одного названия. То есть Слишком вместо много того, символов, да? Слышу. не только же символов, то есть вместо того, чтобы понять, что ты хочешь увидеть класс, ну, условно, product, то ты видишь, что есть сначала wrapper, потом есть что-то, а потом есть название product. То есть в этом классе содержится слишком много смысловой нагрузки. То есть там тебе нужно понять, вот это, вот это, вот это, и уже потом в своем коде искать вот эту вот цепь. А в случае с CSS-модулями, вот, которые я объяснял, где в React, например, используются, или там в фреймворках, там ты просто одно название задаешь. Типа сразу же говоришь product. И все. То есть не паришься. И при этом ничего не ломается. Вообще ничего. Прям работает все четко. Вот сейчас я сижу и думаю, типа, с одной стороны, прикольно, если ты просто версткой занимаешься, чисто Ну, версткой тебе, без наверное, React. придется больше названий придумывать для классов Да в нет, я твоем бы варианте. не сказал бы нет. Вот, например, у нас твой Для сайт, каждого ну, элемента свое название. вот, например, твой дизайн мы верстали, и у тебя там есть карточки для мастер-класса, для шеф-тейбла, для продуктов и прочего. И у нас используются 3 одинаковыми названиями класса для кнопок некоторых. При этом они никак не конфликтуют друг с другом. Вообще никак. Там типа плюсик кнопочки есть, там add to cart кнопочки есть и прочее. Ну, опять же, типа у каждого по-разному подход к верстке. Кстати, Хаважа, ты делал когда-нибудь модульную верстку? То есть Чё делать отдельные модули и подключать их к файлу. Допустим, так, я уже забыл, ну, раньше я Ну, я понял, о помню, чем я ты с ним говоришь. работал. Да. Типа я, по-моему, твой, опять же, дизайн так и верстал, когда с теми, помнишь, арабы же боже, малбары же, пакистанцы же боже, так было, когда, как их назывался сайт, у них еще такой бирюзовый сайт был, там еще лендинг был длинный такой, еще там счетчик был огромный. По-моему, ты его рисовал или Тамерлан его доделал. Краудендуе, да. По-моему, его сначала Тамерлан дорисовал, потом ты его дорисовал, отдал его мне. Нет, его рисовали они его всучили, и нам пришлось его доделывать. Это был бесконечный проект, который никогда не заканчивался, и до сих пор, кажется, его не закончили. Вот на самом деле в этом проекте у меня не самый приятный опыт остался, потому что я убедился в том, что работать с пакистанцами – это типа, ну, самому себе головной боли получить. Да, тяжело. Ну вот насчет модульной верстки, я почему хотел тебе это сказать. Ну, это как компоненты в фигме. Ты создаешь модуль и используешь на разных страницах один модуль, ты подключаешь его ко всем страницам. И когда тебе надо где-то что-то поменять, ты только в одном модуле меняешь, и везде все это меняется. Ну да. Ну типа как и в React, например. Прикольная штука, на самом деле, если ее в верстке применять. Вот там я ее применял, кстати. Я вот эти секции верстал и их переиспользовал в виде HTML-кода.
На самом деле прикольно. Что тут происходит? Почему код чей? Элмос из эфира выплыл? Это он сам вышел? Или... Нет, меня выкинуло. Все, теперь подключили мы тебя. Элмос. Осталось 2 секунды. 1 секунда. 0 секунд. Ну, успели, что? Ну, даем еще сколько? 10 минут? Да я думаю, Что 10. скажут зрители? Ну, 1 пара минимум есть. Кроссовок. Ну да. Не, в принципе, я думаю, за 10-15 минут они справятся. Максимум. То есть С хотя бы этим сайтом? сделать. Сомневаюсь, что совсем хотя бы с вот этим вот. Сейчас мы посмотрим, что у Ибры. На самом Здесь деле- много возни с экспортом картинок. На самом деле он Да. сейчас зря сидит и каждую картинку экспортирует, потому что он мог бы взять одну картинку пока, ее переиспользовать и нормальную верстку доделать, а потом бы эти картинки заменить. Так намного быстрее будет. Согласен. Адам говорит, 3 дня добавить. Но потом он удалил сообщение. Значит, что он не сможет выдержать 3 дня. Он решил все с PNG взять. Ох как. Тут Вот тоже Михаил, кажется, тебя услышал. Вот эти 2 разных Он подхода при создании карточек, то есть сначала все картинки сделать или сделать одну карточку, потом размножить ее, напомнили чем-то вопрос. На собеседовании в Яндексе там есть такой вопрос, ну, раньше был, по крайней мере. К вам должны прийти гости, у вас дома беспорядок, что вы сделаете? Свалите все вещи в чулан и закроете его, или начнете наводить порядок, зная, что вы не успеете? То есть какой-то такой. Вот, и я не знаю, какой там правильный ответ, но как-то у меня такие ассоциации. Ну, типа, Получается. опять же, наверное... Один путь, да, то есть навести там планомерно. Вопрос бизнеса и вопрос качества самого, типа, наверное, Ну, тактики, стратегии, да. Потому что ты, опять же, можешь в чулан там все запихнуть, и бизнес как бы будет доволен. Ну, типа, результат как бы окей. Ну, на Но при продакшн этом- закинуть, да? Да. Чтобы пользователи увидели. Да. Но надо успеть именно к сроку, а когда ты делаешь что-то такое более фундаментальное, то там надо... Ну да. Наверное, да. Там какой-то в этой степени. Хотя интересный вопрос. Но опять же, если бы мы судили, чисто по времени дается 45 минут, и надо сделать что-то готовое, да, рабочее, но объем большой. И вот этот вот момент, когда ты не можешь точно определить, какое время тебе понадобится, и, допустим, берешь какой-то конвейерный, допустим, берешь все картинки, начинаешь сразу делать, зная, что тебе их нужно будет сделать, да, но ты наперед не знаешь, сколько ты по времени успеваешь или нет. Или сделать 1 карточку, 2 карточки, 3 карточки, но ты не знаешь, успеешь ли ты все карточки сделать, если будешь делать каждую отдельно. И думаешь, что нужно сделать все. Ну, то есть... Ну вот, хорошо, вот я вопрос вам сейчас задам. Вот что бы вы сделали в этой ситуации, что вы знаете, что у вас, ну, условно, есть 2 дня, 3 дня на то, чтобы сделать вот этот вот проект, например. При этом вам нужно бизнесу показать демо и сказать, типа, вот результат, вот так выглядит код. Ну, типа, вот так выглядит наш сайт. На что бы вы делали больше акцент? То есть вы бы делали акцент на то, чтобы написать код красиво и заодно успеть это все там, сверстать по дизайну, или бы вы старались бы сначала визуальную часть выполнить, как она есть, а потом бы на код как-нибудь потом? Тут много факторов, но я думаю, в большинстве случаев на код потом. Ну, то есть такое понятие, как технический долг. Очень часто люди влипают туда, да. То есть доделаем, надо к сроку успеть, надо, чтобы было красиво, чтобы клиент увидел, утвердил, оплатил вот это вот. А Берт что думает? Ну, я думаю, Элмор прав.
если есть задача быстро закончить, то надо использовать любой доступный метод для этого. Логично сделать, чтобы работало, а потом уже доработать. Если у тебя будет время на это. Бывает такое, что ты, допустим, чтобы отчитаться, делаешь быстро с расчетом на то, что потом ты доработаешь. Но потом у тебя нет времени на это. И ни клиент не знает, что тебе нужно это дорабатывать, ни твой начальник не знает. Это только ты знаешь, что тебе нужно это подчищать, дорабатывать. Но на тебя наваливают другие задачи, и у тебя не остается времени, и это так и остается. Я думал, ты сейчас скажешь, что у тебя другие задачи, у тебя не остается времени, ты еще работаешь на дубайскую компанию, у тебя руководитель ГИАС. Я думал, сейчас дальше будет. Такие Идешь, флешбеки покупаешь ухваживают. кусок кофе, да, зернового и начальника. Потом тебе еще Хаваш пишет, типа, говорит, делай нормальный дизайн. Точно. Тут самое интересное, у нас же идет трансляция и в Facebook, и на YouTube. Комментарии с Facebook тоже сюда приходят. И я могу их выводить в эфир. Круто же. Я только вижу чисто YouTube. Ты можешь пролистать комментарии, увидишь один комментарий с Facebook. Но его можно прям выделить. Микаил, вперед. Берт, у меня такой вопрос. Смотри, в начале трансляции я выставил максимальное расширение на экране. И в начале трансляции я код очень тяжело читал. А потом со временем я стал его лучше различать, а потом опять хуже. Я так полагаю, что это не на моей стороне проблема, а все-таки у кого-то из... То есть мы переключаемся между дуэлянтами, и там в зависимости от их разрешения экрана что меняется. Возможно, в зависимости от их качества связи. Но если у них слабый интернет, они же шарят экран свой. Да. Я сначала подумал, что все-таки что StreamYard не уводит, но потом я вижу, что нет, тут как бы не в этом дело. Скорее всего, прикол какой? У них маленький шрифт. Это первое. Не, разрешение, может, ставят. Ну, нет, смотри, у них шрифт вообще маленький такой, это первое. Потом кстати, мы еще видим то, что он шарит, портится картинка первая. Потом мы стримим то, что он стримит. И мы опять портим эту же картинку. И типа... Кроп на кроп на кроп. Да. Вот сейчас вот еще более-менее, вот сейчас вот я увеличил. Самое интересное, у меня осталось 5% зарядки на ноутбуке, я зарядник оставил на работе. И если меня внезапно выкинет из эфира, то знайте, что я не специально. Целых 11 человек будут знать, что ты не вовремя ушел. Короче, я не знаю, нужно ли еще что-то делать. Я вроде как закончил. Ну, имеется в виду, нет смысла. Ты закончил сайт? Ну, все, что я сделал, ну, типа, там же обсуждал, что 5 минут. Ну, нет смысла затягивать, короче. Хаваш, пиши заказчику. Тогда останавливаем, Хаваш. Микаила еще спросить. Стоп. Ну, там, наверное, и слайдер сделал, да? Это он? Так. Я ему написал. Кстати, а как ему сказать стоп? Если он еще отключил, наверное, Telegram. Микаила не остановить, походу. Я представляю, он отключил телефон и сидит такой 2 дня. Так, что произошло? Микаил, мы решили... Твой соперник решил остановить бой. Он уже закончил? Все Он сделал. уже весь сайт сделал? Да, полностью. Нет, я не закончил, я просто не вижу смысла затягивать, потому что они обсуждали, что вот время заканчивается, они уже столько минут добавили. Вряд ли есть смысл. Да. Я секундомер поставил и видел, что уже время прошло, но раз вы не останавливаете, я продолжал. Нам хотелось увидеть, как у карточки верстать будет. В общем... Ну-ка, что, показывайте результат. Так, кто будет первым? Вы Давайте начнем. Я уступлю Микаилу.
Мне просто нужно знать, нужно ли придумывать маты какие-то. Потому что я, помните, в начале трансляции обещал. Ну, у тебя есть время. Ну все, я Покажи, тогда думаю пока что. Берт, а убери левую часть по пользователей. Убрал. Вы видите мой экран? А у меня с Да. ожиданием. видимо. Вот теперь вижу. А, Микаил, Ибрагим, можете увеличить страницу где-то в 1,5 раз? Ну, типа на 150. Вот так хватит или еще? Сейчас. У пользователей, ну, те, кто сейчас смотрит. Вот сейчас вот лучше. Этот экран мы сейчас чей смотрим, Берт? Это экран Микаила. Микаил. Это мой. Прикольно. Значит так, что у нас тут происходит, Берт? А Ты ты можешь видишь? фигму на секунду открыть, Микаил, Сейчас. чтобы сравнить? А уменьши, вот. Ну, вы учтите то, что сейчас у меня на сайте масштаб измененный. Мгм. Мгм. И, кстати, у меня этого шрифта не было, и поэтому, видите, там отличие. Ну, Интер. в принципе, это простительно. Значит так, что ж, показывай свою работу. Значит так, хедер, в принципе, сделан окей. Да, по шрифтам немножко не то, но в целом ок. Правая часть сделана практически точно так же, как и в макете. Это good, это хорошо. По отступам у тебя больше, чем в макете, но в целом выглядит окей. Отступ вот здесь только, вроде бы, вот над этим заголовком. Неправильно. Самое интересное, что Микаил, что Ибра решили пропустить слайдер. Или ты Ну говорил да, вначале, это что хорошее могут пропустить? решение. На самом деле это очень хорошее решение, что они его решили пропустить, чтобы лишний раз не тратить на это время. Ну, Было я интересно хотел, посмотреть. если бы успел, я бы, может, в конце его сделал, а так. Мгм. Я думаю, Ну, важнее этого делать. Ну, в целом получилось неплохо, я вижу, за это время. За 45 минут уже столько сделать, это очень круто. Единственное, что не очень видно, я сейчас через YouTube смотрю это все, прям Кнопку вот, добавить. да, вот как будто у нее есть обводка или у нее нету. Она Да, есть, если- но она еле заметная. Я не успел ее выровнять, она вот только в этой карточке есть, и видишь, она не В дизайне выровнена. она такая же незаметная. Ну, сейчас я открою. Ну, в дизайне Вот она так. чуть-чуть Вот В сейчас. светлее. принципе, такая же практически. В Мгм. эфире, по крайней мере. Ну, цвет, по крайней мере, оттуда код скопирован. Мгм. Понял. Значит так, ну, по карточкам вроде бы ок. Прям. Единственное, что карточка, которая вот у тебя, вот эти все карточки, тут когда ты верстал, видимо, ты сверстал одну с тенью, а потом хотел сделать их с тенью без, наверное. Тут суть в том, что при наведении эта тень появляется. Да, кстати, ты говорил, я забыл про это. Да. Не, а так выглядит норм. Так, Ага. вы жюри, у меня 1% остался, поэтому давайте я прощаюсь, продолжайте. Ассаламу алейкум всем. Валикум Валикум ассалам. Валикум. Я подумал, когда верстал, что вот эта карточка, она обычная, а вот это при наведении. А оказывается, наоборот. Это еле заметно реально. Ну, там, по сути, нужно было сделать мне курсор типа наведения. Тогда бы еще было бы более-менее. Да. Ты что думаешь, Ламарс? Будешь заменять, наверное, Берда? Как тебе по верстке? Ну, я бы сделал просто чуть, я не знаю, это больше к дизайну, к макету, наверное. Мгм. Просто чуть-чуть заметнее я сделал бы сами тени, а так я вижу, что они, в принципе, тени реализованы, там Ну да. единственное, по прозрачности надо сделать, как-то определить более точно, что было, и просто наведение, не наведение, это тоже там пару строк, это тоже делать просто достаточно. Мгм. А код покажи-ка. Коды свой покажи. Так, вот у нас HTML. Сейчас я буду, как и все пользователи, смотреть с паузой. Сейчас у меня пока стоит У дизайн. Микаэла красиво выглядит код на самом деле. Я Значит, хоть и использовал CSS, но настолько красиво не выглядит, я просто видел его. Значит так, ну, значит, по коду что у нас получается? BAM,
Вижу, BM используешь, это круто. Далее, получается, у тебя div, лого текст, лого mine. Ага, прикольно. Вроде бы по BM все четко. Header, area, profile. Ага. Тут вроде бы тоже все отлично. Products wrapper. Ну, Products тут копируются дальше уже вот эти элементы, они повторяются. Мгм. И Вроде бы вот сам SCSS такой. Я начал в переменные выносить цвета, но потом я заметил, что у тебя для каждого места разные цвета, и мне надоело. что ты хотел? Ты идеальный дизайн получить хотел? Нет? Извини. Сразу извини. Это Пойди чтобы выше. бар получить Еще повыше. там, знаешь, с чем была трабла вот, с этими иконками? Они вообще не экспортируются вместе. Ага. Я Не сделал просто экспортируется, там скриншот. нужно... Экспортируется, Смотри, видишь, смотри. группа там есть. Есть, Да-да-да, нужно на но группу видишь, нажать. когда я нажимаю, он экспортирует Не-не-не-не-не-не, Не, Михаил, слева. слева выше. слева Вот они выше. объединены в вектор, а теперь у них выше есть группа, да, вот, Вот это вот. да. И ты кликаешь на нее и кликаешь на экспорт. А, И у тебя У меня экспортируется. сначала с как этим бы- Ничего тоже себе. были проблемы. ничего Да. себе, я до сих пор это не знал. Ну, видишь, как. Это все идеальный дизайн. Ты скриншоты делал? Да. Я- Ну, я Настоящий решил, программист. Не, ну что, кстати, хорошее решение. я так подумал, вы сразу внимание на это обратите, и оставлять это нельзя было, поэтому решил, Не, как прикольно. получается сделать Я получше. вообще даже не обратил Да. внимания. Четко, прям четко. Ага. А CSS покажи. Хотя, в принципе, там особо, наверное, смотреть и нечего. Так Ну, как тут нечего SAS самого. и CSS с переменные сразу же описал. Header. Мгм. А что у тебя last child делает? Right area. вот а, тут ужасное это условие. Оно говорит, вот все, что в этом right area находится, Ага. кроме last child, кроме последнего, сдвигает, ну, с марджином направо. То есть получается у нас все, что у него есть с марджином, но последний без марджина. Ага. Красиво. То есть получается, ты задаешь своей правой части вот эти вот профилю и цене header Вот right. здесь, да, вот этим элементом задается margin right, Мгм. но так как этот последний профайл Мгм. ему не задается, если мы добавим в этот контейнер, этот блок еще один элемент, то у него тоже будет margin. То есть они автоматом уже прописаны с margin. Ну, по сути, там, знаешь, как можно сделать... Смотри, в принципе, ты пошел по пути справа налево. Хотя можно было сделать наоборот. То есть не margin right делать, а margin left. То есть сделать так, чтобы правый элемент отталкивал левостоящий. Да, тогда тогда- можно всем задать. Да. И тогда тебе Ну, не придется вот not делать. Ну, с таким подходом иногда при адаптивке, когда делаешь, бывает проблема, что вот эта торчащая часть у левого Мгм. упирается, когда Мгм. мы уменьшаем макет. Хваш, тогда код длиннее будет, тяжелее будет сайт. Нет, Ну, наоборот, опять же. он будет. Ну, тяжелее, возможно, да, в килограммах. Тонко, тонко, тонко. Да. Окей. А покажи снова CSS. Ага. Ну, скажу, как есть, красиво. Мне нравится. Вроде бы претензий особых нету и не могу даже придумать, если бы захотел. Ага. Элмарс, есть что-нибудь добавить или можем перейти к Ибрагиму? Да, я думаю, можно перейти к Ибрагиму сейчас посмотреть, как там, и уже... А есть одна проблема. Есть одна проблема. Берт? Нужен Берт? Нужен Берт. Ибрагим, я предлагаю тебе зачитать код. Нам для того, чтобы переключиться, нужен Берт. А, кстати, подожди, я, по-моему, могу, если я не ошибаюсь, я могу зайти через админа. Mail Яндекс. Сейчас попробую. Какой там пароль?
И логин. Сейчас. Пароль интернет 2021, а логин hello интернет. Погоди, mail. Яндекс. Вот. Может, Михаил сможет продемонстрировать мой экран у себя? Каким образом? Позвони на скайп. А ты не можешь? Ну ладно, ты не сможешь. Я могу. Вот здесь? Вот, видишь, ты там только себя видишь, как и я. А, подождите, я, по-моему, подключился к этой части. Сейчас попробую. Вроде бы Interink пишет. Через админа у меня почему-то не получалось войти в StreamYard. И, по-моему, даже сейчас не получается. Как бы я не пытался. Ощущение, как будто что-то блокирует. Так вот. Пробуем. Может, реально через какой-нибудь Google Meet я буду... Ибра будет мне шарить свой экран. Хотя там задержка будет слишком большая. Я подключился. И вот. Во, все. Супер. Значит, Супер. так, сейчас нужно отключить звук. Вот этого подключаю. Довше догачка езжав Сергей. Ну ладно, не получилось, не фартануло. Все, это я. Видно? Алло. Пока что не видно. Ну вот же. А вот сейчас, да. Короче, я, если честно, не пытался уделить внимание каким-то деталям, но и чтобы там пиксель было, я больше пытался, больше всего сделать. Там, вот эти штуки, вот эти. Поэтому вровень не получилось. Вот что имеем. Хаваж отключился, что ли? Я не знаю. Давай я прокомментирую твою работу. Давай. Так, верстка ужасная. Согласен. Что там по коду? Да, тоже БМ. Но БМ, как я его вижу. Я тоже в каких-то моментах просто отступился от БМ, потому что мне лень было. Вот, например, где тут add favorite, где это было, я не знаю. Хотя нет, не отступился. Короче, где-то я... Вот, например, это не БМ же. Тут же нужно было sneaker header, потом image. Но я забил на это. Учитывая то, что у нас время было очень ограничено, это не особо важно. Да. Но плюс... Да. Угу. Я, короче, давно еще не верстал. У меня же, такая... покажи снова сайт. Сайт покажи снова, как ты сделал. Мне интересно посмотреть на визуальную составляющую. Что у тебя тут получается? С отступами беда, да? А так, в целом, ты по визуальной части именно состояние сделал довольно очень круто. Чуть-чуть, если бы вот эти вот кнопочки, плюсик бы смог бы выровнять под именно вот эту вот галочку. Под галочку. Прям вообще был топчик. Единственное, что я заметил, когда ты делал верстку, ты тратил время, вместо того, чтобы писать код, ты тратил время на то, чтобы экспортировать картинки вот этих вот я кроссовок. еще в это время думал закончить, поэтому я думал, это последнее действие, которое я буду делать. Ага, вот как. Потом я вспомнил про эти штуки, вот про это. Ага. Да. В принципе, выглядит симпатично. Тут единственное, что у нас получается, цена немножко большая. Да вот сейчас вот думаю, брать, не брать. За сколько продашь? Я вот думаю... 1205